тебе не показывала? Нет, нормально. А у меня это уже ощущение есть. Нет, чувствуется холод. Голова такая стала тяжелая. То есть у вас есть внутреннее чувство, да? Да. Тоже чувствуете такие Но зоны? я немножко занимаюсь, я малых детей лечу. У нас тут все аномально, честно говоря. Почему? Народ языческий, наверное, был раньше. Везде ведь у нас молельные эти леса, жертвоприношения были. Тут полянка была. А там какие-то идолы были, обереги. Оберега уже не видели. Ничего не видели. Только вот полянка была. Поляна, да? И посреди поляны это большое-большое кострище было. Тут вот в центре там много сгоревших деревьев, молния бьет, видимо. Но в таких местах это не видели. Было. Без изменений. Ну, даже в таких местах энергетика тоже может спать, как и на любой аномальной зоне. Поэтому ничего удивительного. Но внутреннее ощущение показывает, что как будто здесь есть что-то. Что именно, непонятно пока. Надо изучать. Холод чувствуется именно там, где грязь, энергетическая грязь. А там, где проходит жертвоприношение, там, где молятся, основная цель этих молебен – очиститься, то есть сбросить с себя какую-то грязь энергетическую, очистить свое тело. Возможно, вот эта грязь энергетическая в виде каких-то сгустков, пробок, она там остается и не успевает очиститься, трансформироваться каким-то образом. И чаще всего эти места, они довольно загрязнены, хотя Земля, в общем-то, способна очиститься от этого и очистить эти места. Но вот такое вот скопление локальное вполне возможно и чувствуется как холод. Абсолютно все это энергия. Стол, стул, вода, только все отличается свойствами, то есть вибрациями. Чем выше вибрация, тем выше движение молекул в этом веществе. Вот, например, если с точки зрения энергетики, то вибрации, например, сердечной чакры, то есть любви, именно любви, как энергии, 40 Гц. Вибрация ужаса, злости, каких-то негативных энергий – это всего лишь 4 Гц. У Удмуртии, к сожалению, но в частности Ижевск, имеет вибрацию 7 Гц. Это довольно низко, потому что много колдовства, много черной магии. Кому, наверное, надо, тот видит. А кому не суждено, тот никуда не увидит. Черный мужчина там ходит, особенно ночью. На мотоцикле я ехал. И тоже запоздал, где-то около 12. Вот он вышел. Я сразу понял, по глазам вроде. Но не отстает, пока молитву не прочитал. Считаю, что есть потусторонний мир. Есть. Есть много разных других параллельных пространств. Есть еще
такие временные поля, например, где останавливается как бы время. Вот. Классифицировать можно по-разному, но вот для этого мы созданы, чтобы изучить это и сделать какие-то определенные выводы. Выезжаем мы часто, работаем мы в основном. География нашей деятельности – это Удмуртия прежде всего. Но иногда приходится выезжать и в Пермскую область, в Татарстан, в Челябинскую область. То есть вообще в России очень много таких интересных мест. Хотелось бы им тоже заниматься, тоже исследовать. Мы сейчас с вами идем на аномальную зону под условным названием К-16. Зона связана с неопознанными летающими объектами, какими-то свечениями с этого места. Ну и, соответственно, ухудшение состояния человека проявляет на себя. Значит, так как этот лес достаточно много здесь живности разной, кабаны, медведи, лоси. Вот поэтому держимся все вместе, идем друг за другом, никто не разбегается. Так здорово. Дальше, вот когда смотришь, да, вглубь, там вывалено, повалено дерево, огромное такое. А тут муравейника его видно. Да, и от муравейника видно его. Сломано. Вон сломано. Да. Прибор, вот как только дошли до этого места, он и так нам показывал повышенный фон электромагнитного поля, но именно у этого дерева он стал свистеть уже не переставая. И все, сейчас вот он просто сломан, мы не можем его отремонтировать. Вот, то есть он сейчас уже пищит просто везде. Видели, куда мы ушли? Да, видели, Костя? Давай, за нами здесь, надо посмотреть. Сейчас будем. Ну, я считаю, что это всплеск какой-то электромагнитного поля. Вот. Здесь геологи проводили свои измерения и зафиксировали огромное поле, очень мощное поле электромагнитное. Вот. По некоторым данным, здесь находиться больше часа нельзя на этом месте. Потом начинает болеть голова и давление поднимается. Да, я здесь 2 недели прожил рядом с ней, но не на ней. Буквально еще до обеда я бегал, приготовил себе чай. А после обеда сидел у костра, чай попил. И тут просто стою, и у меня резкое потемнение в глазах. Аномалия действительно существует.
Эта энергоактивная зона может вот действительно либо это быть крупный нефтяной купол быть, либо может и даже кимберлитовая трубка нерожденная. То есть у соседей у нас такие явления есть. Вот. И позднее я тоже вот разговаривал с пермскими геологами. То есть вот возможность наличия алмазов на нашей территории вполне вероятна. Вот и само понятие геопатогенная зона – это те аномалии, которые вызваны именно геодинамическими процессами. То есть либо это подвижки земной коры, то есть напряжение грунтов вот создается тоже, вот когда разрыв идет, либо это движение подземных вод, то есть фильтрация, либо это, вот, скажем, процессы карста, суффозии. То есть они все сопровождаются, значит, электрический потенциал возникает на границе движения, и он создает аномалию. Вот эти линейные микроаномалии, как бы, они создают довольно-таки, сильно влияют на человека. Человек это реагирует. По Ижевску, по геопатогенным зонам, что я могу сказать, кафедра судебно-медицинской экспертизы в 1996 году проводила исследования по суициду. Сопоставлялось множество факторов. Национальный, социальный, экологический, там вот этажность, как люди живут, все прочее. И сопоставление было 30-50%. Наложили на карту геопатогенных зон 96%. Вот, там несколько случаев, по-моему, 16 случаев, когда мы могли попасть в квартиру этих людей. У всех спальные места находились на пересечении зон фильтрации подземных вод. Если человек в этой зоне будет находиться, вылечить его невозможно. Нам с большой трибуны Дома ученых, международных конференций так и говорят. Чаще всего это место сна. Чаще всего. Хоть на первом, хоть на 10-м этаже интенсивность геопатогенных отягощений, она везде одинакова. Даже были случаи, так называемые раковые подъезды. Очень интересная была такая информация на международной тоже конференции, что про медики, Польши и немецкие медики, они проводили выборку и такое исследование, они проверили за 1999 и 2002 год, они проверили 4900 онкобольных. Из них 90% все лежали и находились в геопатогенных зонах. Будем проверять наличие микроорганизмов в составе почвы. И какие именно, и как развиваются. Для этого у нас есть специальная микролаборатория биологическая. Замечено необычное поведение микроорганизмов. То есть есть такой небольшой тест, так называемый. То есть я смотрю именно на одноклеточные организмы, плюс на бактерии различные. Вот. И всплеск такой был интересный. Стоило мне только на микроскоп направить луч света, вот из этого вот, со всего стекла, все одноклеточки собирались именно в этот лучик. Я перемещаю стекло, и они опять все перемещаются туда. И они слипались в вот такой большой шар шевелящийся. Удмуртия сама по себе, да, это аномальная зона, одна большая аномальная зона, можно так сказать, просто она поделена. Нам нужно было 6 лет
каждый год ездить на это болото, чтобы вот прежде чем мы столкнулись с аномальными явлениями. Мы считаем, что это был пик, вот именно пик аномальных явлений. Неожиданно вот вечером, то есть мы вот как обычно вышли наблюдать на болото, и вечером на болото опустился туман. Вот. И потом, и вот этот туман, вот как только мы вышли на пригорок, вот этот туман начал скручиваться в такую ленту, как, или в змею, как правильно назвать, и начал окружать нас кольцом таким. Очень-очень плотная была лента, то есть это не просто белесо какое-то, да, как обычно бывает туман, а очень плотно. И мы начали ходить за этой лентой. То есть мы приближаемся к ней, она от нас уходит. Проходя мимо двух кустарников, между ними мы увидели белесый лик человека. Вот ощущение такое, что там туман. Но тумана уже на болоте не было. То есть он ушел. И четко было видно глаза, вот надбровные дуги, глаза, нос. Очень четко было видно. Сама по себе аномалия не может проявиться. Вот благодаря геомагнитному возмущению, благодаря каким-то там излучениям. Вот. Аномалия просто, вот, ну, как вот объяснить? Есть поле, оно не может существовать без подпитки. Вот, не давать ему энергию, оно просто распадется. А если давать ему энергию, оно будет существовать. И вот эти места, вот эти точки, которые кормят вот эту аномалию, они позволяют ей существовать, вот и все. Ну, сейчас идем на запад, потом поворачиваем строго на север. Спать, наверное, мягко. Так, а влево или Я не справа. заблудиться могу. Зачем? Но мы уже идем. Мы прошли вдвое больше, чем обычно. То есть, если мы туда шли 3 километра, то сейчас мы прошли километров 6. Я считаю, что зона нас водила. Хочет отпускать. Мы первый раз, когда были на самой зоне, там мы вообще не могли выйти. Вот прямо вот с этой поляны практически не могли выйти никак. А в этот раз сам лес нас водил. То есть по компасу идем правильно, но ходить меня удивило вот группа деревьев, да, 2 дерева. Очень-очень спокойно. Но вот за этим спокойствием кроется вот что-то такое мощная энергетика. Ну, здесь нормально. Здесь хорошо можно пролезть. Ползай.
Мы сейчас находимся в пещере Белой. По-другому еще пещера называется Чагандинская пещера. Трудно сказать, насколько это правдиво, но нам уже известно, что эта пещера была своеобразным медным рудником еще со времен Ивана Грозного. Комнатки, которые здесь встречаются небольшие, это были разведочные, так называемые разведочные туннели. Вот. И форма пещеры говорит о том, как шла медная жила. А ну тогда. О, можно не зачитать. Вот эти вот ямки, это вот следы от этих инструментов. Вот. Видно, что это все вручную делалось. Вот. Убивали это наподобие зубила заостренного. То есть выбивали куски песчаника и вытаскивали на поверхность. Вот. И вот такие комнатки, это разведывать, как вот шла жила, поворачивают, пока она не кончится, выдалбливают это место. И потом остается вот такая вот комнатка. Ходили какие-то слухи о том, что тут якобы пропадали люди и видели призрак человека. Вот на пересечении туннелей увидели свечение, которое идет из дальнего туннеля. Думали, что кто-то просто приближается с фонариком. А затем увидели просто вот светящуюся фигуру. И недалеко от пещеры есть овраг. И в этом овраге увидели 3 светящиеся фигуры высотой 3 метра. По поводу духов, вот с ними несколько попроще. Эти субстанции существуют. Причем спектрально они разноцветные. Зеленые, фиолетовые, голубые. Ну, в литературе описываются и более других спектров частот это. А знакомство с духом у меня, можно так сказать, получилось таким образом. Ночь. Я просыпаюсь в ужасе. Во-первых, какие-то сновидения такие. Вот дверь, из-под нее свет, вот как в фильмах ужасов. Я проснулся весь в поту. Мне страшно. Мне просто страшно. Я не могу понять, от чего страшно. Я включил везде свет это. Ну, теоретически так знал, можно скрутиться в веретеном поле, скрутить свое биополе, защиту сделать, ничего не получается, все рвется. Молитв никаких не знаю, ничего. Стал вспоминать Карнеги про дух. Про духов там у него описывается. Надо войти в контакт. Ну вот, это товарищ дух, который, оказывается, с Перу. Испанский миссионер был убит на рассвете индейцами. То есть не произошел ритуал захоронения, то есть отпевания, какой-то вот такой католический ритуал. И вот он стал как непрекаянной душой. Они живут параллельно с нашим миром. И при определенном стечении обстоятельств они каким-то образом пересекаются. В другом мире живут, ну скажем так, сущности, но энергетические сгустки, которые тоже имеют какие-то свои желания, какие-то цели по жизни. Вот. Но всем нужна пища. В данном случае, если рассматривать сущности, то это пища в качестве энергии. И, скажем, бывает так, что сущности из других миров проявляются в нашем мире в виде каких-то духов, призраков. Она или агрессивно, или просто пассивно находится где-то в уголке, тихонько сидит и тянет энергию позитивную. Вот если сущность активна, то она провоцирует живущих людей на конфликты, на скандалы. А конфликты, скандалы – это энергия, опять же, низковибрационная, которой они и питаются. Им нужна только эта энергия низковибрационная. Энергия злости, страха, зависти. Если эта энергия не встает, то они провоцируют на скандал. Можно очистить, убирать негатив не только из людей. То есть
в народе называется это сглаз, порча. Ну и также убирать негативную энергию из помещений. Ну и даже если организоваться большой группой, то можно от негатива почистить и населенные пункты. Кого? Мы их ловили. Да, вот здесь мы подошли уже к тупику. Здесь пещера заканчивается. Вот. Все, тупик. Есть предположение, что где-то существует еще один туннель, то ли за этой стенкой, то ли он ниже идет. Вот. Можно провести эксперимент, то есть нужна полная тишина. Я продемонстрирую вам через этот эксперимент. Сейчас услышите звуковую волну. Вот прислушайтесь. Слышно? Звук уходит. Он как будто уходит, он как будто бы резонирует в пустом пространстве. Пытались бурить скважины метровым буром. То есть вот эти вот дыры, это все мы бурили несколько лет назад. Пытались найти пустоту, которая здесь есть. Потому что по легенде эта пещера тянется не на 50 метров. И это не тупик. Где именно вход? Как правило, пещеры роют несколько уровней. Возможно, где-то есть засыпанный вход вниз. И просто есть переход на нижний уровень. Но где именно, вот сейчас определить очень трудно. Но вот то, что вот звуковая волна, ее слышно хорошо. Тихо. Нету звуковой волны. А вот здесь есть. Слышите? Там есть пустота. Это 100%. По легенде пещера тянется где-то порядка 1,5 километра. Ну все, идемте на выход. Друг за другом. О, на свободу. Можно говорить, почему здесь очень много аномальных зон. Потому что очень много разломов земной коры. То есть пустоты в земле, какие-то там купола вот эти вот воздушные или нефтяные. Вот. Подземные реки, в которых вот течет река, вот есть колодец. И вот подземная река, она просто вот вода в этот колодец. Вот, заворачиваться по часовой или против часовой стрелки. Это отображается на поверхности, это влияние идет. Эти моменты природные, они просто помогают проявляться вот этим вот аномалиям. Куда мы сейчас едем-то? Мы сейчас едем на аномальную зону. Вот, достаточно обширную аномальную зону. Очень интересное место. Вот, это Зуевы ключи. Это место такое намоленное, оно сакральное, положительное место. Одна из легенд гласит, что одному монаху было видение, и ему явился образ Богородицы. Она показала ему икону, стоящую на камне. Икону на камне? На камне, да. На камне. Около года он дошел до этого места, взял икону в руки и из-под этого камня начал бить родник. Так возник Святой Ключ. И в этот момент, именно в этот момент, в соседний холм ударила молния. И на месте удара молнии возник гремячий ключ. Второй источник. Второй источник, да. А вот этот холм – это Ведьмина гора, где древние приносили в жертву животных.
Еще говорят, что там есть какая-то бабушка, которая всех лечит. Да, там живет шаманка, иногда она сама себя называет, вот, целительница. К ней приезжают со всех концов страны, живут там у нее, ставят палатки, и она их лечит. Как-то она сказала, что ей помогают духи, что она работает только с духами. Это может быть духи, например, леса, да? Это могут быть духи каких-то языческих богов. Но иногда это духи мертвых людей. Здравствуйте, Зина Ивановна. Мы тут со съемочной группой телеканала «Моя Удмуртия», но вы, наверное, уже устали. Ну, сейчас покушаем. Сейчас я это вот Алеша, он целитель, тоже занимается со мной. Он не моего направления, конечно, по-другому работает немножко. Ну какая разница? Или черного крокодила вытаскиваешь, или зеленого крокодила вытаскиваешь. Главное ведь вытащить человека. Все нормально, ладно. Все, начали. Маша, открой глаза. Здравствуйте. Место это намоленное очень, и вода вот эта вот святая здесь вокруг. Здесь брали пробы воды, и выяснилось, что вода содержит огромное количество серебра. Но, тем не менее, геологи, которые исследовали это место, они не нашли здесь никаких залежей серебра. Вот. То есть, откуда берется в почве вот именно такое количество ионов серебра. Пока, конечно, это еще вопрос остается. Вот на данный момент он дает нам небольшой такой фон здесь, радиоактивный. Эти места нам тоже интересны. Дело в том, что не только в геопатогенных зонах происходит, в местах с отрицательной энергетикой, но и с положительной энергетикой. Как правило, происходит это не спонтанно, а вот именно вот, в определенном месте. Поэтому мы изучаем эти места, исследуем. Замеряем здесь фон радиоактивный, берем анализы почвы, воды. Все это исследуем, пытаемся разобраться в природе вот этих вот аномалий. А это Ведьмина гора, вот там, на самой вершине, где проводились обряды жертвоприношения древние. Корреспонденты какой-то газеты приезжали. На диктофон записали, потом начали воспроизводить, там плач ребенка. Не слышно звука воды, а ребенок плачет.
Ну, не знаю, сколько это правдиво, конечно, рассказывал. И человек с организмом, и Земля тоже организм. То есть наша задача жить в гармонии. Земля эволюционирует, люди тоже эволюционируют, должны эволюционировать. Их вибрация тоже должна. И чтобы быть в гармонии, частота их вибрация должна быть, ну, соответственно, что ли. Должны быть соответствовать друг другу. Только тогда возникает гармония. А иначе происходит то, что происходит сейчас. Вот эти катаклизмы, катастрофы, громадное количество онкологии – это признаки того, что человечество не соответствует этим вибрациям. И все, что отжившее, не нужно, это все отсеивается. Как радиоинженер в прошлом, мне вот эта картина более понятна, вот эта модель. Потому что все энергия, абсолютно все энергия. И если энергия, значит, есть какие-то характеристики. Амплитуда, частота, то есть вибрация. И вот эти частоты, они измеряются. То есть вибрация любви, она высокая. Вибрация зла, она низкая. Вот, Зинаида Ивановна, вот говорят, что вот это место, оно, конечно, сакральное, оно такое, и само по себе оно позитивное, очень положительное место. И говорят, что вот именно место дает силу человеку. Тут староверы раньше молились, намаленное место староверов, а у них канал очень широкий. Староверов ведь очень много. Ну и вот, видимо, что-то осталось, канал остался. Да и, а сейчас вообще канал православные молятся, он очень широко расширился, и поэтому, если не так поступаешь как-то, сразу принимают меры. Или стукнешься, или в аварию попадешь, или вообще умрешь. Мы там на ключе видели много иконок, больших, маленьких, всяких разных. Это получается, люди возвращаются, которым что-то помогло, и они это как бы вот приносят дар, получается, да? Да. Ну там их очень много. Святой ключ, что он освященный при Александре III, при царе Александре III. Это значит 400 с лишним лет назад. А гремячий ключ, он не освященный. И поэтому там воду берут в основном мусульмане, не православные. Мертвая вода, вот, она заживляет раны, всякие раны внутренних органов, даже язвочки. А живая вода, она считается как духовная. Порчи, всякие сглазы, зависти, вот эти наговоры всякие, вот это снимает мертвая вода, живая вода. Тут так-то больших 3 ключа, один еще тут в лагу есть, но он пока не разрешен открывать. Там человечья голова, из-под человечьей головы выходит ключ. Но его нельзя показывать людям, нет разрешения пока. Удмуртия вообще сама по себе аномальная. Зачастую люди просто даже не знают, что, например, их дом стоит на аномалии, на аномальной зоне. Болеют. Стоит им переехать на другое место, у них все прекращается. Трудно сказать, найдем ли мы ответы на все вопросы, потому что вопросов очень много. Но какие-то ответы мы все-таки найдем.